надо колоть бюллетень и поехать забирать. Все. Теперь Дашу, так ее называют хозяева, смело может гулять по икажевским лугам, наслаждаться природой и есть травку. Опасный вирус ей не страшен, как и другим животным в хозяйстве Хамхоевых. С самого утра ветеринары здесь проходят довольно сложное испытание. Поймать и привить мелкий и крупный рогатый скот не так просто. Животные к встрече совсем не готовы. А зря, говорят ветеринары. Ящер – одно из самых тяжелых вирусных заболеваний. Одно больное животное может заразить все стадо, а значит оставить семью без хозяйства. Вакцинация крупнорогатого скота против ящера проводится в области верхней трети шеи подкожно. В дозе в зависимости от возраста от 2 до 3 мл подкожно. Сейчас мы которые все сварили, будем стоить. Коров подбадривают и гладят. Ветеринары запаслись партией вакцин. Сегодня они должны обойти довольно много хозяйств. Прививки начали делать накануне. В зоне опасности крупный и мелкий рогатый скот. Вакцина от ящера универсальная. Одна доза защищает полностью. Понять, что животное больное, хозяину будет несложно. Симптомы довольно тяжелые. Чаще болезнь поражает слизистую и поверхность кожи. Очень контагиозное вирусное заболевание. Возбудителем является РНК-содержащий вирус. И поэтому он не только этим болеют животные, также она может через молоко, через все выделяется через все секреты и инкреты во внешнюю среду. Также может заражать людей. Первые клинические признаки появляются, конечно, повышение температуры, недомогание, лихорадка. И после этого появляются афты непосредственно в ротовой полости, на губах, на языке, воспалением десен. В Икажево на сегодняшний день зарегистрировано 1660 голов крупного рогатого скота, 660 голов мелкорогатого, не считая стада животных в КФХ. К сожалению, многие хозяева относятся к вакцинации несерьезно, а сталкиваясь с проблемой, уже бьют тревогу. В России эпидситуация с ящером благополучная. Отечественная вакцина, кстати, одна из самых эффективных. Ее используют и некоторые страны Европы. В нашей стране ее делают животным абсолютно бесплатно. Начиная с 6-месячного возраста, все поголовье. До достижения 18-месячного возраста прививаем через каждые 3 месяца, а старше еще 18 месяцев прививаем 2 раза в год, осенью и весной. Согласно плану. Для этого у нас есть ежегодные планы противоэпизоотических мероприятий. И согласно этому плану не только ящер, но и все остальные будут против бешенства, против сибирской язвы, МКАРа и другие болезни. Массовую вакцинацию проводят под контролем государственных инспекторов управления Россельхознадзора по республике Ингушетия. Сразу после прививки ветеринары забирают кровь у животных для дальнейшего обследования. После вакцинации проводится на напряженность иммунитета к ящеру забор крови. Данные пробы отбираются, составляется акт, опись и направляются в город Владимир, в НИИЗЖ и в город Ставрополь на напряженность иммунитета к данному заболеванию, к ящеру. Но эпизоотическое мероприятие проводится для последующего, чтобы состояние в республике и по всей России было благополучное. Вакцины хватает на республику Ингушетия, поэтому проблемы с вакциной у нас нет. Вакцинация продолжится и дальше. В планах охватить все города и сельские поселения республики. Профилактика – это лучшая защита от вируса. Рина Цичоева, Молот Гирей Ахильгов, Магаз 24.